Я стал на колени перед Господом Богом, попросил мне разрешения провозгласить Ингушскую республику, назвал чеченцем, назвал чеченцем. И сделал это Бог сделал. Ингуши полудикари и не смогут управлять республикой. Это слова Бориса Николаевича Ельцина. Я говорю, Борис Николаевич, что вы сказали? Он понял, что допустил грубейшую политическую ошибку в отношении целого народа. Что вы предпочитаете из спиртного? Я говорю, русский коньяк. Он налил 250 грамм русского коньяка, себе водку и произнес тост. Внимательно послушайте. 5 минут тому назад он называл вас дикарями, но на самом деле он так и считал. И все они так считают. А сейчас он, пожалуйста, поднял руку за добрый, отзывчивый ингушский народ. За Ингушскую республику. Рюмка водки на столе. Республика так была провозглашена, а не так, как Аушев рассказывал. Вот мне бросили 3 бумажки на стол, а республику я сделал. Если мы будем отстаивать свои интересы и в Москве убедятся в том, что ингуши не просто шутят, не просто играются, а серьезно ставят этот вопрос, республику никто не упразднит. У республики никто не будет просить Сунинский Болгородский. Вы почему думаете, кто просит Сунинский Болгородский? Вы думаете, в Москве не знает, кто поднимает этот вопрос? Этот вопрос поднимает прежде всего Путин. Путин 10-20 раз уже Кадыров сказал, что мы скоро объединим число ингушей. Я на этом месте не сижу, если это не так. Они объединят. Если мы ингуши позволим. Если мы не позволим это, они ничего не делают. Они абсолютно ничего не делают. И не в состоянии не делать. Для того, чтобы убрать Ингушскую республику, надо прежде всего Сузинский, Болгородский район надо забрать. А чтобы это забрать, это не просто так. Это надо все законы отменить. То сделать, другое сделать, третье сделать. И потом, в конце концов, республики не так создаются, они создаются на основании каких-то правовых актов. Да. И в конце концов, в основе это лежит закон. Один закон, второй закон, третий. Лежит постановление Верховного Совета о признании незаконными преступными, антиконституционными. Вот посмотрите, сколько документов.